Ruşen de geldi. Selamünaleyküm. Çoktan seni görmedim. Sizni көрген bey olsun. Nasılsınız? Aleykümselam balam. İşim kartop. Tünün akşam o kadar yaramadım. Kan basması bir koterildi. Ah, Қан басым давление. bugün de aslı maddem yok. Aşsatlı olsun Hartanam. Ау. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ olunuz. Bir siker tutulsun. Bakam ana tilimizde laf etip başladın maşallah. Yok, мен на тілімде да яхшы лаф етмеймін. Аша, как будет ошибка по-крымско-татарски? Ошибка – хата. Лаф еткенде да чоқ хата yapam. Aydı utanma. Tilini yaxşı öğrenmek için çok vakit gerek. Çokça ana tilimizde laf etsen, azca hatalar yaparsın. Мана Ayşe yardım etем. Maşallah balalarga. Tilini öğrenmek bu pek yaxşı örnektir. Бізге Тимур hocamız da yardım etti. Селям алейкум, сайгылы достарым, Айшаның битасыны да көрмеге пек мемнуным. Судя по всему, у вас сегодня будет интересный разговор, ну а для начала давайте посмотрим, как Рушен выполнил домашнее задание. Первое задание. Барынджи вазифе. Просклоняйте глаголы ашамак, темызлемек в настоящем времени в единственном и множественном числе. Единственное число. Первое лицо. Мен ашаим. Темызлеим. Второе лицо. Сен ашайсын. Темызлейсын. Третье лицо. О ашай. Темызлей. Множественное число. Первое лицо. Быс ашаймыз. Темызлеймыз. Второе лицо. Сыз ашайсыңыз. Темызлейсыңыз. Третье лицо. Олар ашайлер. Темызлейлер. Второе задание. Экынджи вазифе. Переведите глаголы на крымско-татарский язык и запишите их в утвердительной и отрицательной форме. Севем. Севмейм. Çalışalar. Çalışmaylar. Bekley. Beklemey. Temizleyim, temizlemeyim. Yazasın, yazmaysın. Turasınız, turmaysınız. Çapamız, çapmayımız. Oturam, oturmayım. Kore, kormey. Dinleysin, dinlemeysin. Isteyler, istemeyler. Третье задание. Учинджи вазифе. Вместо точек поставьте любой подходящий глагол в настоящем или прошедшем времени. Тунемон Осман стадионға барды. Talebелер hocаны диккатнен dinleyler. 2 күн evvel олар ауыштадан қайттылар. Біз Қырымны sevemiz. Vaxtım yok ballar, bana gitmege gerek. İşim çok. Кетем. Siz oturunuz. Сахнин барыңыз бета. Көрішкен де бітам. Görüşkence. Как же все-таки хорошо, что твоя бабушка не задержалась с нами надолго. Фу, какой ты грубый. Она что, тебе не нравится? Да, конечно же, очень нравится, но с ней же нужно говорить только на родном языке, а я боюсь, что не справлюсь с этим. Ну, справился же. Конечно, еще надо поработать над произношением, но в целом неплохо. Кстати, о произношении. Я вот давно хотел у тебя спросить, когда еще мы говорили о деревьях. Дерево – терек. Но почему тереги, а не терека? Давай спросим об этом нашего Тимура Джа. Яхшы суаль, Рушен, хороший вопрос, и хорошо, что ты обратил на это внимание. Действительно, в крымско-татарском языке есть такое правило. Конечные глухие согласные к, п в односложных и многосложных словах при присоединении к ним аффиксов, начинающихся с гласной буквы, меняются на звонкие парные согласные г, г и б. Происходит так называемое озвончение согласных. К примеру, терек, терега, аяк, аяга, мектеп, мектеба. В односложных словах глухие согласные к, п при присоединении к ним аффиксов, начинающихся с гласной буквы, не меняются. К примеру, топ, мяч, топу, его мяч. Хочу добавить, что озвончение иногда происходит из согласной т, когда речь идет о заимствованных словах из арабского и персидского языков. К примеру, в слове «эвлят» – «дитя», «ребенок». Перед гласным звук т меняется на парный согласный д. Эвлят – эвлядым. Но твердое правило озвончения действует лишь в отношении согласных к, и п. Анладема Джам, попытаюсь привести пример со словами, которые я уже знаю. Китап –
китобэм. Здесь глухой согласный П поменялся на звонкий Б. Хаших, хашигам. Здесь глухое Г поменялось на... Х. Глухое К поменялось на Г. Х. Г. А вот в слове баш этого не произойдет. Баш, башим. А с другими словами справишься? С какими? Сейчас я найду их в меню. Емек. Еда, пища, блюдо. Это легко. Емек – еда, блюдо. Емеган – твое блюдо, твоя еда. Кстати, ты видела, на Крыме Татар запустили новый классный проект «Крым, татары и Миклера». Советую посмотреть. Я его уже смотрю. Да, и правда классный проект. Но не пытайся меня отвлечь. Катык. Кислое молоко. Угу. Ну, получается, катыгы – его кислое молоко. Татараш. Пельмени. Дословно еда татар. Татараш – это крупные пельмени без бульона. А вот кашых-аш – это мелкие пельмени с бульоном. Дословно еда в ложке. Так их называют, потому что в ложке должно поместиться много маленьких пельмешек. Ага, сколько твоих пельмешек помещается в ложку? Ладно, знаю, что много, с такой-то бабушкой. Так, получается, хаши-хашим – мои пельмешки. Кстати, у нас дома это блюдо называют юфахаш. Кстати, я уже проголодался. Что-то мне тоже уже есть захотелось, но нужно работать. И сегодня мы поговорим о будущем времени глагола в крымско-татарском языке. Келеджек заман фииле. Их в крымско-татарском языке два. Будущее категорическое время и будущее постоянное. Мы остановимся на категорическом. Оно выражает действие, которое обязательно произойдет в будущем. Эти глаголы в единственном числе отвечают на вопросы «что я сделаю?» «не я паджагам», «что ты сделаешь?» «не я паджаксан», «что он, она сделает?» «не я паджак». Простое будущее время образуется с помощью 4 аффиксов «аджак», «еджек», «еджак», «еджек». А вслед за ними, как всегда, идут аффиксы, указывающие на лицо и число. Давайте посмотрим это на примерах. Возьмем глаголы алмак – взять, кесмек – резать, сорамак – спросить, элемек – просеивать. Их глагольные основы ал – возьми, кес – режь, нарежь, сора – спроси, эле – просей. А теперь образуем от них глаголы будущего времени единственного числа. Первое лицо – не паджагам – что я сделаю. Мен аладжагам, кеседжагам, сораджагам, элейджагам. Второе лицо – не япаджаксан, что ты сделаешь. Сен аладжаксан, кеседжексан, сорайджаксан, элейджексан. Третье лицо – не япаджак, что он, она сделает. О аладжак, кеседжек, сорайджак, элейджек. И вы, конечно, заметили, что в первом лице единственного числа в аффиксах происходит озвончение глухих согласных «к» и «х». Рушен, ты заметил, как изменились аффиксы в первом лице? Да, я заметил, Тимураджа говорил об этом в начале урока. Если после глухих согласных К, Х и П стоит аффикс, который начинается на гласный звук, То они меняются на звонкие согласные. он нарежет окисиджек, но я нарежу менкисиджегом. Отлично, но пора нам что-то заказать. Ты, наверное, проголодался. Посмотри в меню и выбери, что ты будешь есть. Мен чеберек ве айран аладжагам. Я сен не аладжаксан. Мен бахлылахша ве катых аладжахым. Бахлылахша лапша с фасолью. Вот вам и пригодились глаголы в будущем времени, когда вы выбирали блюдо. А мне пора рассказать вам, как образуются такие глаголы во множественном числе. Аффиксы те же – аджак, еджек, еджак и еджек. И принцип тот же, что и в единственном числе. Меняются лишь аффиксы, стоящие в конце слова, указывающие на лицо и число. Это хорошо видно на примерах. Первое лицо – не япаджакмас. Что мы сделаем? Быс аладжакмас, кеседжекмас, сорайджакмас, элейджекмас. Второе лицо – не япаджаксанас. Что вы сделаете? Сыз алайджаксанас, кеседжексанас, сорайджаксанас, элейджексанас. Третье лицо – не япаджаклар. Что они сделают? Олар аладжаклар, кеседжеклер, сорайджаклар, элейджеклер. В разговорной практике глухие согласные «к» и «к» в конце аффиксов будущего времени могут опускаться. Не будет ошибки, если вы вместо «кеседжекмас» скажете «кеседжемас», вместо «аладжакмас» скажете «аладжамас». Кстати, со словом кесмек я уже знаком. Хартанам часто говорит мне такую фразу «лафын кес».
Это она так просит тебя замолчать. А вообще у слова кисмек очень много значений в крымско-татарском языке. Основное его значение – резать, отрезать, нарезать. Например, от мек кисмек – нарезать хлеб, пармахны кисмек – порезать палец. Но у него есть и другие значения. Например, ёлны кисмек – преградить путь, или лафны кисмек – прекратить разговор. Интересно, преградить путь – ёлны кисмек, дословно отрезать дорогу. Да, но давай вернемся к глаголам будущего времени во множественном числе. Попробуй объединить все, что мы взяли, и сказать это на крымско-татарском языке. Быс чебырек, айран, бахлалы лахша ве хатых аладжахмас. А что, по твоему мнению, возьмут люди, сидящие за другими столиками? Олар башха емеклерны аладжахлар. Бельки, хашихаш я пиляф аладжахлар. Правильно, Рушен. А теперь попробуй поставить глаголы будущего времени в отрицательную форму при помощи аффиксов ма-ме. Принцип тот же, что и с глаголами настоящего и прошедшего времени. Смотри в меню, чтобы узнать, как называются другие блюда на крымско-татарском языке. И не забывай применять отрицательную форму. Мен макарне алмаджахам, айше янтых алмаджах, олар пиляф алмаджахлар. Говоря о еде, нужно знать и другие слова. Обед по-крымско-татарски уйлилик. От слова уйле – обеденное время – полдень. Акшамлык – ужин. От слова ахшам – вечер, ночь. Уйлелик – обед, ахшамлых – ужин, значит завтрак, сабалых – от слова саба – утро. Сен аклысын, ты прав. Но стоит знать и другие слова. Шорба – суп. Пырнычли шорба – рисовый суп. От слова пырныч – рис. Ешиль бакла шорбасы – суп из зеленой фасоли. Да, это довольно интересно. Шорба – суп. Ну, давайте расскажу о тех блюдах, названия которых я знаю. Кобите – это такой пирог с мясом. Его очень вкусно готовит моя бабушка. Бурма – это тоже пирог, но его закручивают на сковородке. Кстати, такой же пирог, только с тыквой, у меня дома называют фулту. Да ты, я смотрю, просто кулинар. Ну да, покушать я люблю, а вот готовить – это другой разговор. Сарма – это мясо, завернутое в виноградные листья или капустные. А долма – это фаршированный перец. Машалла, но давай приступим к еде. Аж татлолсын, Рушен. Сагулайше. Хорошо вам говорить о еде, когда вы в кафе сидите. У меня от ваших разговоров аппетит разыгрался, так что быстро дам домашнее задание и побегу обедать. Первое задание. Барынджи вазифе. Вместо точек поставьте нужную букву. Второе задание. Экынджи вазифе. Проспрягайте глаголы япмак, пышырмек, турмак в будущем времени в единственном и множественном числе. Третье задание. Учинджи вазифе. Переведите предложение на крымско-татарский язык. Ваш словарь. Сызым лугатыңыз.